أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صابيح الدجى زين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي. مصابيح الدجى زين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي. صحابة أحمد رضوان ربي عليهم. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Хвала Аллаху, Господу миров. Ему принадлежит хвала, достойная Его величия и Его безграничной власти. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, живого, поддерживающего жизнь. Им не овладевает ни дремота, ни сон. Поистине Аллах не спит, и не подобает Ему спать. Он принижает и возвышает. К Нему поднимаются дела ночи до того, как поднимаются дела дня, и поднимаются дела дня до того, как свершатся дела ночи. Его покрывало свет. Если Он откроет его, то от сияния Его лика сгорит все в пределах Его взора. Я свидетельствую, что наш Господин Мухаммад, Его раб и посланник, добрый вестник и предостерегающий увещеватель, яркий светоч и лучший из пророков по своему положению, лучший из пророков своими речами, печать всех пророков и их завершение. Тот, кто избавил от плена и оков, и призвал к лучшим словам, делам и состояниям. Всевышний Аллах послал его с правильным руководством и религией истины перед наступлением судного дня, в качестве доброго вестника и предостерегающего увещевателя, призывающего к Аллаху с Его дозволения, и в качестве освещающего светоча. Посредством него Аллах завершил отправление посланников, наставил через него заблудших и научил невежественных. О Аллах, благослови и приветствуй Его, Его семью, Его сподвижников, любимых Ему людей, Его последователей и каждого, кто последует Его руководству и Его сунне и пойдет по Его стопам вплоть до судного дня. А затем, да приветствует вас всех Аллах, дорогие братья и уважаемые сестры. Пусть у вас все будет хорошо. Пусть все вы займете хорошее место в раю. Я прошу Всевышнего Аллаха, который собрал нас в этот благословенный час, в этот вечер, перед этим благословенным экраном на повиновении Ему, чтобы Он собрал нас также и в загробном мире, вместе с Господином всех проповедников, предводителем всех пророков, в раю нашего Господа, прекрасной обители. Воистину, Он может это сделать. Любимые братья и сестры в Аллахе, имамы прямого пути и светочи во мраке тьмы, это благословенная серия передач, которую я веду для своей любимой уммы, в то время, когда ее личность и индивидуальность были растерзаны, и поколебался сам принцип принадлежности к ней. Наша умма пережила долгие годы европеизации и введения ее в заблуждение. Мало стало тех, кого можно взять себе в качестве примера для подражания. Вперед было выведено множество ничтожных людей, которые должны были стать образцом и идеалом для других. Пастух отгоняет волка от своих овец. Так что же делать, если пастухами станут волки? Да, у уммы, которая не знает своего прошлого, не будет и настоящего. Умма, которая забыла свои прошлые достоинства, не получит будущего. Если изучение прошлого только для того, чтобы плакать, занятия бездельников,
то насмешка и издевательство над историей и всем тем благом, достоинством и светом, которые в ней содержатся, занятия невежественных завистников. Наши враги всеми способами пытались создать нам препятствия и преграды, и барьеры, и поставить их между нашей уммой и ее славным и блестящим прошлым, чтобы она не смогла подчерпнуть из этого прошлого свет, который бы осветил ее дорогу, и в новых поколениях мусульман не потекла бы чистая, непорочная кровь, чтобы умма не извлекла для себя из прошлого факел, который бы вновь зажег для нее солнце жизни. В то время, когда все общины земли гордятся своим прошлым, гордятся своими сыновьями и героями, община, которая более других достойна гордиться своей историей, по свидетельству Аллаха, могущественного и прощающего, это умма нашего избранного пророка, о которой Всевышний Аллах сказал так: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое и удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха». Наша умма лучшая не сама по себе, не по своему происхождению или расовой национальной принадлежности. Нет, она лучшая из-за своей миссии и послания. Нашей умме выпала честь доносить это послание до людей всей земли, пока Аллах не унаследует землю и все, что на ней есть. На протяжении всей истории наша умма порождала мужчин и женщин, на чью благоухающую и прекрасную биографию история взывает с почтением, уважением, а иногда даже с изумлением. Мы не можем сказать точное число этих мужчин и женщин, потому что их число подобно жизненному пульсу и дыханию времени. И сосчитать их невозможно. Мы можем с легкостью сорвать один цветок в безжизненной пустыне. Однако сложно будет выбрать красивый цветок в большом саду, который включает в себя все виды цветов и разновидности ароматов. Да, легко можно увидеть на небе звезду, сверкающую невинно и чисто. Но сложно будет сосчитать количество всех звезд на этом небосклоне. Так пройдемте же, уважаемые братья и благочестивые сестры, чтобы провести этот достойный вечер с одним из имамов и предводителей, с одним из светочей во мраке тьмы, с сильным и надежным человеком, с правдивым и уникальным. Давайте проведем этот вечер с поклоняющимся, аскетичным, богобоязненным, смиренным, сильным, чистым, страшащимся своего Господа человеком. Давайте проведем этот вечер с очень скромным человеком, скромным в своей силе и сильным в справедливости и милосердии. Сложно представить себе это уравнение. Человек силен в скромности и скромный в силе, сильный в справедливости и милосердии. Воистину, это был человек, который подал миру уникальный пример. Этот пример щедрого и великого властителя. Благословение этого мира стояло на пороге его дома из-за того, как он был хорош. Это выдающийся человек, милосердный и скромный, справедливый и верный, который встал, чтобы отпустить это благословение с тем, чтобы оно достигло других людей и избавило их от заблуждений и искушений. Когда же он отпустил это благословение и освободил руки от оков этого приходящего и недолговечного мира, то он встал, чтобы продолжить свой путь к своему Господу. Посмотри же на него. Ты увидишь его там. Он бежит за одним из сбежавших верблюдов, приготовленного в качестве милостыни. Он бежит за ним по пескам Медины, освещаемой, обжигающими солнечными лучами.
Отраженные лучи готовы ослепить каждого. И Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, увидел его издалека в полуденное время и сказал: «Как вы думаете, кто же это вышел из дома в такие жаркие и знойные часы? Вот этот справедливый и надежный, верный человек, приближается к нему». И Усман ибн Аффан приглядывается и говорит: «О Аллах, кто же это? Это же повелитель правоверных. Это же Аль-Фарук, отличающий добро от зла. Это же Умар ибн Аль-Хаттаб. О повелитель правоверных! О повелитель правоверных! Что заставило тебя выйти в такую жару?» И Умар отвечает Усману: «Сбежал один из верблюдов, приготовленный в качестве милостыни». «О Усман! Сбежал один из верблюдов, который был приготовлен в качестве милостыни. Один из верблюдов сбежал, и я боюсь, что он потеряется». И Усман, да будет доволен им Аллах, говорит: «Иди в тень, в холодной воде, и скажи одному из твоих работников, чтобы он вернул сбежавшего верблюда, о повелитель правоверных». И Умар, оборачиваясь к нему, говорит: «Возвращайся сам к своей тени и к холодной воде, о Усман! Разве ты будешь спрошен за этого верблюда вместо меня перед Всевышним Аллахом в судный день?» Да. Посмотри на него сейчас. Или посмотри на него там. Ты увидишь, как он опустил голову, которая поднималась ввысь, будто бы достигая созвездия близнецов. Если ты хочешь, скажи, что созвездие близнецов хотело бы увенчать его голову. Фарук нашей уммы, кающийся Умар, опустил голову, чтобы раздувать горящий под кастрюлей огонь, для того, чтобы быстрее приготовилась еда для голодных детей, которые ходят вокруг него вместе со своей матерью в ночной мгле. Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, раздувает огонь, готовит еду и просит мать остудить пищу, чтобы Умар смог сам своей рукой накормить голодных детей. Да, чтобы он лично накормил детей. И историю передал Аль-Байхаки с достоверным иснадом о том, что Умар, да будет доволен им Аллах, хотел лично накормить этих детей. Мать смотрит на все происходящее этой ночью, смотрит на этого гиганта, который оставил свой дом и присел, чтобы накормить ее детей, которые мучились от голода. Женщина смотрит на него и говорит: «Что это? Воистину ты более достоин быть халифом, чем Умар ибн Аль-Хаттаб. Клянусь Аллахом, ты более достоин быть халифом, чем Умар ибн Аль-Хаттаб». О Аллах, она даже не знала, что такие вещи мог делать только Умар. На такое был способен только Умар, да будет доволен им Аллах. Посмотри на него там. Да. Он читает намаз. Ночью. А затем он встает рядом с караваном, чтобы охранять людей, вместе с одним из своих товарищей, и слышит непрекращающийся детский плач. И Умар, да будет доволен им Аллах, подходит к матери, чтобы сказать: «Успокой своего ребенка». Потом он возвращается к намазу и снова слышит плач. Он опять идет к его матери и говорит: «Заставь замолчать твоего ребенка», и уходит. И так несколько раз. Так было до тех пор, пока женщина не ответила ему: «Ты целую ночь приходишь ко мне. Ты утомил и стеснил меня». На что он ответил: «Я думаю, ты плохая мать. Почему ты не заставляешь ребенка замолчать?» Она ответила: «Ты мешаешь мне. Я занимаюсь отлучением ребенка от груди». И Умар спросил: «Зачем?» Женщина ответила: «Потому что Умар ибн Аль-Хаттаб раздает пропитание только тем, кто уже не кормится грудью». И заплакал Умар, да будет доволен им Аллах, и вернулся в мечеть, чтобы прочитать с людьми утреннюю молитву. И люди еле различали слова, которые он читал. Настолько сильно он плакал. И после намаза он повторял: «Сколько детей мусульман ты убил, о Ибн Аль-Хаттаб? Скольких детей мусульман ты убил, о Ибн Аль-Хаттаб?» Затем он приказал глашатую объявить людям, что с этого момента Умар ибн Аль-Хаттаб будет раздавать пропитание всем, кто родился в исламе, чтобы женщины
не отлучали своих детей от груди преждевременно. И пусть весь мир услышит. Пусть услышат те, кто выдает себя за цивилизацию, кто воспевает мнимую культуру, которая проливает кровь детей, и мало того, разрывает детские тела, тела женщин и стариков, культуру, которая задействовала детей на войнах в качестве живого щита, которая взрывает детей через дистанционное управление, которая продает детей на рынках работорговли, век атома, век знаний, космических исследований и мнимой культуры. Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, плачет из-за одного из мусульманских детей. А сколько было убито мусульманских детей за сегодняшний день? Пусть весь мир узнает об истинной цивилизации. Пусть весь мир и наша умма поучатся у Умара ибн аль-Хаттаба. Да будет доволен им Аллах. Посмотри на него там. Он на базаре. Он проверяет рынок, узнает, как дела у людей. И вдруг видит тучных верблюдов. И Умар говорит: «Маша Аллах, а чьи это верблюды?» И люди отвечают: «Это верблюды Абдуллы ибн Умара». Верблюды Абдуллы ибн Умара? Да. А в чем же проблема? Верблюды Абдуллы ибн Умара. А что в этом такого? На Умара словно напрыгнула змея, изрыгнув весь свой яд. Умар ибн аль-Хаттаб повторяет: «Это верблюды Абдуллы ибн Умара? Приведите его ко мне». Приходит Абдулла ибн Умар, предводитель аскетов, набожных и благочестивых, предводитель в богобоязненности, предводитель в благих деяниях, предводитель в знании и в вере. Абдулла ибн Умар приходит, и его отец говорит ему: «Что это за верблюды, о Абдулла?» Абдулла ему отвечает: «Они были худыми, и я купил их на последние деньги и отпустил их пастись, чтобы получить то же, что и хотят остальные мусульмане, прибыль и торговлю, о повелитель правоверных». И Умар сказал: «Хорошо, о сын правителя правоверных, когда люди увидят твоих верблюдов, то скажут: пасите верблюдов сына повелителя правоверных, напоите верблюдов сына повелителя правоверных, верблюды станут тучными, и твоя прибыль увеличится, о сын повелителя правоверных». И Абдулла сказал: «Приказывай, о отец». Умар сказал: «Иди сейчас же, продай верблюдов и возьми из полученных денег свои деньги, а оставшуюся прибыль положи в казну мусульман. Пречистый, о Создатель Умара ибн аль-Хаттаба, пречистый, о Создатель Умара, о тот, кто поднял знамя света и охранял его. Пусть твой Господь воздаст тебе благом за тех, кто любил его. Мнение общины не ввергает страну в несчастье, несмотря на разногласия, а мнение одного человека может ввергнуть. Если люди придут к тебе, бедствуя, ты будешь голодать вместе с ними, или же поможешь им избавиться от их бед. Голод халифа, когда весь мир в его руках, показывает степень его аскетизма. Кто же может сравниться с Абу Хафсом и его жизнеописанием? Кто попытается подражать Аль-Фаруку? В один из дней его жена захотела сладостей, и он сказал ей: «Откуда же у меня деньги на них? Мусульмане более достойны получить то, что превышает наше дневное пропитание. Отправляйся в казначейство и верни деньги». Таким был нрав Умара. После пророчества не было такого нрава, который бы сравнился с ним. После пророчества не было такого нрава, который бы сравнился с ним. И пусть Аллах будет доволен Умаром. Да, пусть Аллах будет доволен Умаром ибн аль-Хаттабом. Уважаемые зрители, клянусь Аллахом, я боюсь, что стрелки часов, которые я вижу, будут преследовать меня. Так что простите меня за то, что я так кратко рассказываю об Умаре. С какой же истории мне начать? Откуда мы отправимся? Этим вечером мы говорим о Фаруке нашей уммы, об Умар ибн аль-Хаттабе. Будем ли мы сегодня вечером рассказывать о его многочисленных завоеваниях? Или же нам поговорить о его богобоязненности и благочестии? Или же мы начнем с рассказа о его аскетизме? Или начать с рассказа о его справедливости? Или с его хиджры и халифата, его смерти, знания
понимания, веры и богобоязненности, о его силе на истине. И мне кажется, что самым великим из того, с чего можно было бы начать наш сегодняшний рассказ, после этого краткого введения, это разговор о его достоинствах и похвальных качествах, о его знаках отличия, которые пророк, да благословит его Аллах и приветствует, своей рукой наложил на грудь Умара. О достоинствах Умара, которые упоминал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, как же они благородны, велики и прекрасны. Имам Ахмад привел в своем муснаде и ат-Тирмизи в своем суннане с достоверным иснадом хадис от Абдуллы ибн Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах установил истину на языке и в сердце Умара». О Аллах! Уважаемые зрители, вы обратили внимание на это высокое достоинство? Истина была установлена на языке Умара и на его сердце. На языке и на сердце. Аллах сделал истину и утвердил ее на языке и в сердце Умара. Сердце Умара было заполнено истиной, и его язык черпал из этого сосуда и колодца только истину. Аллах поместил истину на языке и в сердце Умара. Мало того, в двух сахихах приводится хадис от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В тех, кто были до вас, в тех общинах, которые были до вас, были люди, получающие вести, внушение, не являясь при этом пророками. И если в моей уме и есть кто-то такой, то это Умар ибн аль-Хаттаб. Да будет доволен им Аллах. В тех общинах, которые были до вас, были люди, которые получали вести, то есть внушение, не являясь при этом пророками. И если в моей умме и есть кто-то такой, то это Умар ибн аль-Хаттаб. Да будет доволен им Аллах». Поразмышляйте вместе со мной о следующем красивом хадисе, который передали имамы Бухари и Муслим от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я видел себя в раю». То есть пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел себя в раю. «Я видел себя в раю». Вдруг я заметил женщину, которая совершала омовение рядом с каким-то дворцом. Этот дворец был в раю. Любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел женщину, которая совершала омовение у райского дворца. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И вдруг я заметил женщину, которая совершала омовение рядом с каким-то дворцом. Я спросил, кому принадлежит этот дворец? И мне ответили: Умар ибн аль-Хаттабу. Да будет доволен им Аллах». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «А потом я вспомнил о ревности Умара и поспешно удалился оттуда». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вспомнил о ревности Умара и отошел, чтобы не смотреть на эту женщину рядом с дворцом. Он сказал: «А потом я вспомнил о ревности Умара и поспешно удалился оттуда». И Абу Хурейра сказал, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал это Умару, Умар ибн аль-Хаттаб заплакал. «Могу ли я ревновать, когда речь идет о тебе, о посланник Аллаха? Могу ли я ревновать, когда речь идет о тебе, о посланник Аллаха?» Послушайте вместе со мной этот риваят, разъясняющий, какая совершенная религия была у Умара ибн аль-Хаттаба. Да, Аллах сделал так, что его вера и убежденность, милость были полными. Да будет доволен им Аллах. Он был одним из тех, кого обрадовали раем еще при жизни, как я упоминал в прошлой серии, когда рассказывал про Абу Бакра. Да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обрадовал его раем и тем, что он умрет шахидом. Он сообщил ему, что он умрет шахидом, когда стоял на горе Ухуд, говоря: «Успокойся, Ухуд, воистину на тебе пророк, правдивейший, и два шахида». И два шахида — это Умар и Осман. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обрадовал его раем, когда сказал: «Абу Бакр в раю, Умар в раю, Осман в раю, Али в раю», и так далее до конца хадиса. Посмотри на этот прекрасный хадис, который привели имам Бухари и Муслим от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда я спал,
мне были представлены люди, на которых были рубахи. Слово «кумус» переводится как «рубахи». То, что я ношу, называется камис, рубашка. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спал, наш Господь, Джалля ва Аля, показал ему людей, на которых были одеты рубахи. Он сказал, когда я спал, мне были представлены люди, на которых были рубахи. И среди них были такие, рубахи которых доходили им до груди. Ля хавля ва ля куввата илля билля. И были те, чьи рубахи были длиннее. Представьте себе, человек носит рубаху, которая доходит ему только до груди. Или чуть длиннее, или короче. А потом он сказал, и мне был показан Умар ибн аль-Хаттаб, чья рубаха волочилась по земле. Мне был показан Умар ибн аль-Хаттаб, чья рубаха волочилась по земле. То есть он был одет в длинную рубашку, которая волочилась по земле. И это было в ахирате, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил мужчинам удлинять свою одежду в этой дунье. Это запрещено в этом мире, но не в ахирате. Посмотрите же на толкование этого сна. Люди спросили: «О посланник Аллаха, как ты истолкуешь этот хадис?» Он ответил: приверженность религии. Умар полностью одет в религию, то есть полностью привержен религии. Умар в полноценном одеянии религии. В другом же риваяте в 2 сахихах передается хадис от Абдуллы ибн Умара, да будет доволен им Аллах, который сказал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда я спал, мне поднесли сосуд с молоком. Я выпил, пока не увидел, как влага выходит у меня из-под ногтей. То есть пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стал настолько сытым, утолил свою жажду, что влага стала сочиться из-под его ногтей. Затем он сказал: остаток я отдал Умару. Он отдал то, что осталось в сосуде, Умару ибн аль-Хаттабу. Да будет доволен им Аллах. Люди спросили: как ты истолкуешь этот сон, о посланник Аллаха? Он ответил: знание. Он ответил: знание. Религия и знание. Истина и рай. Как же велико достоинство Умара. И одна из самых прекрасных и удивительных вещей, которые я только читал, о похвальных качествах Умара, да будет доволен им Аллах, это то, что привели Бухари и Муслим. В хадисе Сада ибн Аби Ваккаса, да будет доволен им Аллах, и Саад сказал: однажды Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, попросил разрешения войти к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И у пророка находились женщины-курайшитки. Он разговаривал с ними и спрашивал. Они разговаривали с ним, спрашивали и повышали свои голоса над голосом пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Вы только представьте себе это зрелище. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сидит. Вокруг него женщины-курайшитки, которые задают ему вопросы, много разговаривают, а пророк был самой милостью и обладателем благородного нрава. Он, да благословит его Аллах и приветствует, терпеливо отвечал всем этим женщинам. И Саад сказал, и у него находились женщины-курайшитки, которые обращались к нему, много спрашивали и повышали свои голоса при пророке, да благословит его Аллах и приветствует. И когда Умар попросил разрешения войти, они встали и поспешили скрыться за завесой. То есть они спрятались от Умара и оставили пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Умар вошел к посланнику Аллаха и увидел, как тот улыбается. Умар вежливо сказал: пусть Аллах продлит твою радость, о посланник Аллаха. То есть пусть Аллах прибавит твою радость и счастье. Пусть Аллах продлит твою радость, о посланник Аллаха. И любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: мне понравилось, как те женщины, которые были у меня, побежали за завесу, когда услышали твой голос. Когда они услышали твой голос, то поспешили к завесе. И Умар сказал: ты больше заслуживаешь того, чтобы тебя боялись, о посланник Аллаха. Ты больше заслуживаешь того, чтобы тебя боялись, о посланник Аллаха. Затем Умар посмотрел в сторону женщин и сказал: о те, которые являются врагами сами себе. Вы боитесь меня и не боитесь посланника Аллаха? Вы враги сами себе. Вы боитесь меня и не боитесь посланника Аллаха? И женщины сказали ему: да, ты более грубый.
и жесткий, чем посланник Аллаха. Женщины сказали ему: да, ты более грубый и жесткий, чем посланник Аллаха. И посланник Аллаха обладал мягким сердцем и великим нравом, как об этом сказал Всевышний Аллах: воистину, твой нрав превосходен. Кто может приблизиться к нему в этой мягкости и сдержанности, в милосердии и в благом нраве? Женщины ответили Умару: да, ты более грубый и жесткий, чем посланник Аллаха. И здесь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, засвидетельствовал Умару по свидетельству Господа Каабы. И клянусь, я ни разу не рассказывал эту историю, и ни разу не читал ее без того, чтобы мой разум не помрачился. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, правдивый, который не говорит по своей прихоти, оборачивается к Умару и говорит: «О сын Аль-Хаттаба, клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, если шайтан увидит тебя идущим по одной дороге, то оставит эту дорогу и пойдет по другой, о Умар». Я Аллах! Что же это за природа? Что это за характер? Какими качествами обладал этот человек? Шайтан боялся Умара. Если шайтан видел Умара на дороге, то уходил с этой дороги и шел по другой. Шайтан не мог идти по той дороге, по которой следует Умар ибн Аль-Хаттаб. Созовите всех писателей мира и потребуйте, чтобы они, собравшись, смогли записать или выразить своим красноречивым словом положение и ранг этого гиганта, обладателя уникальной натуры, подобной которой после Умара среди людей уже не было. Клянусь тем, в чьей длани моя душа, если шайтан увидит тебя идущим по одной дороге, то оставит эту дорогу и пойдет по другой, о Умар. Аллаху Акбар! Что же это за человек? Я считаю, уважаемые зрители, что одно из самых удивительных и великих достоинств, которые я перечислю сегодня про Фарука нашей уммы, об Умар ибн Аль-Хаттабе, мое сердце даже трепещет. Умар — это тот человек, из-за которого были ниспосланы аяты Корана с высоты 7 небес. Соглашаясь со словами Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, запомнили ли вы сейчас вместе со мной эти слова, которые я только что сказал? Аллах не спосылает Коран, чтобы согласиться со словами Умара. Передали Бухари и Муслим хадис от Анаса, что Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мои желания совпадали с волей моего Господа в 3 случаях». Это риваят от Анаса, который находится в 2 сахихах. «Мои желания совпадали с волей моего Господа». Запомни эти слова, о брат. Запомни их, о сестра. Мои желания совпадали с волей моего Господа. Он не сказал с волей посланника Аллаха. Если бы Умар сказал, что его слова совпадали со словами посланника Аллаха, то это было бы приемлемо, понятно для сердец и умов. Однако Умар говорит: «Мои желания совпадали с волей моего Господа в 3 случаях». Однажды я сказал: «О посланник Аллаха, не избрать ли нам для молитвы место Ибрахима?» И после чего был ниспослан аят: «Сделайте же место Ибрахима местом моления». Что это? Те же самые слова? А не избрать ли нам для молитвы место Ибрахима? И Аллах не спосылает аят: «Сделайте же место Ибрахима местом моления». Что же касается 2-го раза, то Умар сказал: «О посланник Аллаха, прикажешь ли ты прикрываться твоим женам?» Какое ревностное отношение! Какой удивительный случай! Не прикажешь ли ты прикрываться твоим женам? Ведь с ними разговаривают и благочестивые, и порочные. С ними разговаривают и благочестивые, и порочные. Тогда Аллах не спаслал аят о хиджабе. Если вы просите у них, у жен пророка, какую-либо утварь, то просите у них через завесу. И 3-й случай связан с тем, что однажды всех жен пророка, да благословит его Аллах и приветствует, охватила ревность к нему. И Умар сказал им: «Если он разведется с вами,
то, может быть, его Господь даст ему взамен вас жен лучше вас. И Аллах ниспослал в суре Ат-Тахрим: если он разведется с вами, то его Господь может заменить вас женами, которые будут лучше вас, и будут мусульманками, верующими, покорными, кающимися, поклоняющимися, постящимися, как побывавшими замужем, так и девственницами. Пречистый, о Создатель Умара! Я не могу сказать больше, чем это. Пречистый, о Создатель Умара! Коран спускается с 7 небес. Чьи слова подтверждают слова этого раба Всевышнего Аллаха? Каким же человеком был Умар? Как сказал Абдулла ибн Мас'уд, как был хорош Ибн аль-Хаттаб, как был хорош Ибн аль-Хаттаб, каким человеком он был. Я все время повторяю эти слова Ибн Мас'уда, когда говорю об Умаре. Как хорош был Ибн аль-Хаттаб, каким человеком он был, какая у него была натура, какие качества он в себя включил. Да будет доволен Аллах Умаром. И одним из главных его достоинств и прекрасных случаев, произошедших с ним, послушай меня, он полностью и во всем следовал посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он возвеличивал его, уважал и крайне почитал. Некоторые думают, что Умар ибн аль-Хаттаб, будучи жестким и строгим, недостаточно любил и следовал за посланником Аллаха. Нет, нет. Умар ибн аль-Хаттаб превзошел все наши представления в своей мягкости и любви и следованию за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Да, я вижу, как он целует черный камень и говорит камню. Этот хадис привел Бухари и другие. Клянусь, я знаю, что ты, камень, не приносишь пользу и не вредишь. А если бы я не видел, что посланник Аллаха целует тебя, я бы не поцеловал. Если бы я не видел, что посланник Аллаха целует тебя, я бы не поцеловал. Следующий хадис имам Бухари привел от Саиба бин Язида, который сказал: когда я стоял в один из дней в мечети пророка, да благословит его Аллах и приветствует, один человек кинул в меня маленький камень. Он сказал: я повернулся и увидел, что это Умар ибн аль-Хаттаб. Камнем он подозвал меня к себе, чтобы не говорить со мной и не повышать голос. Он позвал меня, и я подошел к нему. Умар сказал мне: приведи ко мне этих двух мужчин. И он показал на двоих, которые стояли рядом с благородной могилой пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Приведи мне двух этих мужчин. А Саиб бин Язид пошел и привел тех двух мужчин к Умару ибн аль-Хаттабу. И Умар сказал им: откуда вы? Они ответили: из Таифа. Он сказал: если бы я узнал, что вы из Медины, то побил бы вас. Как вы можете повышать свои голоса в мечети посланника Аллаха? Посмотрите на его воспитанность. Взгляните на его воспитанность. Сегодня же ты можешь видеть, как люди стоят перед благородной могилой, в благородной мечети и пользуются сотовыми телефонами, некультурно разговаривают рядом с могилой посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Они повышают свои голоса в ар-рауде, стоят напротив могилы и громко разговаривают по телефону, а иногда разговаривают друг с другом, безо всякого возвеличивания и почтения, перед посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Посмотрите на Умара. Он не хочет повышать голос, даже для того, чтобы просто позвать к себе этих двух людей. Он камешком подзывает Ас-Саиба ибн Язида и говорит с ним наедине, чтобы не повышать голос. Почему бы и нет? Если так взять, почему нет? Ведь про него были ниспосланы аяты, в которых содержалась угроза того, что его деяния станут тщетными, только потому, что он немного повысил голос на собрании посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Аяты, в которых Всевышний сказал: «О те, которые уверовали, не поднимайте ваши голоса над голосом пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого». В риваяте Аль-Бухари от Ибн Аби Мулейки говорится: двое из хороших людей чуть было не погибли. Их голоса поднялись на собрании посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Почему бы Умару не выучить урок? Клянусь Аллахом, я не видел никого, кто любил бы посланника Аллаха,
после Абу Бакра больше, чем Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Он крайне сильно почитал и возвеличивал нашего господина, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он любил его такой любовью, которая превышала его любовь к самому себе. В один из дней посланник Аллаха говорит: «Не уверует ни один из вас, пока не стану я для него любимее, чем его собственная душа». Умар сказал: «Клянусь, в чьей длани моя душа, ты более любим для меня, чем все мои вещи, кроме моей собственной души, о посланник Аллаха». Он сказал ему: «Нет, Умар, нужно, чтобы ты любил меня больше, чем себя». Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Клянусь тем, кто не спаслал тебе Коран, ты более любим для меня, чем моя собственная душа». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил ему: «Теперь, Умар, ты обладаешь истинной верой». Имам аль-Хаттаби прокомментировал этот хадис, сказав очень красивые слова: «То, что человек любит самого себя, это естественно. То, что человек любит кого-либо другого, происходит посредством определенных причин. Пророк не потребовал от Умара не любить то, что естественно, так как сердце не может уйти от того, на чем оно создано. Пророк потребовал от Умара добровольно полюбить что-то, исходя из причин. Когда Умар ибн аль-Хаттаб задумался и обнаружил, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был причиной его спасения от огня, тогда он согласился и сказал: «Ты более любим для меня, чем моя душа, о посланник Аллаха». Если бы не посланник Аллаха, Умар ибн аль-Хаттаб был бы в огне, и нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха, высокого, великого. Уважаемые зрители, Умар – это один из главных аулия. Умар – один из господинов всех аулия. Вместе с этим он не любил показывать свои караматы, и чистый, богобоязненный вали, угодник Всевышнего, не любит, чтобы его караматы были видны. Мы единобожники, следующие господину пророков, Ахли Сунна, веруем в чудеса пророков и караматы аулия. Да, мы утверждаем, что чудеса бывают у пророков, и утверждаем, что караматы бывают у аулия. Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны. Им предназначена радостная весть в этом мире и в последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это великое преуспеяние. Умар ибн аль-Хаттаб, один из господ аулия, передали имамы Аль-Байхаки и имам Ибн Саад хадис, который также передавали и другие, с хорошим иснадом, что однажды Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, увидел поле боя. Он увидел поле сражения. Он воззвал к Сарии ибн Харису, стоя при этом на мимбаре в пречистой Медине, где до него стоял пророк. Он обратился к Сарии, и Аллах, Азза ва Джаль, словно раскрыл для него завесы, и он увидел вдалеке место, где происходило сражение. Он увидел, что враг собирается блокировать армию мусульман за горой. И Умар сказал: «О Сария ибн Хисн, на гору, скорее на гору, кто заботится о волке, поступит несправедливо». Сам же Сария, если хочешь, то скажи, что слуховой аппарат у Сарии был такой же сильный, как и речевой аппарат у Умара. Сария принял сообщение от повелителя правоверных, который стоял на пророческом мимбаре в Медине. Сария последовал этому дорогому наставлению, великому и удивительному совету Аль-Фарука, и Аллах предписал мусульманам победу по своей милости. А также из-за этого карамата одного из господ аулия, Умар ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Пусть Аллах будет доволен Абдулла ибн Мас'удом. И простите меня за то, что я очень быстро говорю все это. Да будет Аллах доволен Абдулла ибн Мас'удом, который сказал: «Мы стали могущественны с того момента, как Умар принял ислам». Аллаху Акбар. Мы стали могущественны или продолжаем оставаться могущественными с того момента, как Умар принял ислам. Принятие им ислама было победой. Принятие им ислама было победой, а его хиджра — триумфом. Его правление было справедливостью и милосердием. Принятие им ислама было победой. Принятие ислама? А как же Умар принял ислам? В одном из сообщений передается, и на уроках вероубеждения я рассказывал вам, как Джибриль спрашивал, а пророк отвечал об Умаре ибн аль-Хаттабе. Это прекрасная лекция, замечательными словами. Но о том, как Умар принял ислам, я еще не рассказывал, так как я приберег это для передачи имамы прямого пути. Так как же Умар принял ислам? Я знаю, что все вы помните эту удивительную историю,
о том, как Умар принял ислам. Вот эта история. Однажды Умар вышел со своим мечом и отправился для того, чтобы убить пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И его встретил человек по имени Нуайм бин Абдулла. Нуайм уже принял ислам, но скрыл это. Он спросил его: «Куда ты идешь, Умар?» Он ответил: «К этому человеку, изменившему свою религию, который разделил курайшитов и стал бороться с их богами, поругал религию и разделил ее единство. Я иду, чтобы убить его». Нуайм ибн Абдулла сказал ему: «Что же ты делаешь, о Ибн аль-Хаттаб? Или ты думаешь, что курайшиты или Бану Хашим оставят тебя, если ты убьешь Мухаммада? Ты думаешь, что будешь продолжать ходить по земле? Не лучше ли тебе сначала разобраться с собственной семьей?» Земля закружилась перед глазами Умара. Его голова закружилась, и он сказал: «Кого ты имеешь в виду? Из членов моей семьи, о Нуэйм». Тот ответил: «Твою сестру Фатиму и ее мужа Саида. Они приняли ислам и последовали за Мухаммадом и его религией». Эти слова изменили направление Умара. Вместо того, чтобы направиться к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы убить его в доме, стоящем рядом с холмом Ас-Саффа, он пошел к дому своей сестры Фатимы, бинт аль-Хаттаб, да будет доволен ею Аллах, и к ее мужу, Саиду ибн Зейду. И мы сделаем специальную передачу, в которой будем говорить о Саиде ибн Зейде, потому что я уверен, что большинство мусульман ничего не знают о Саиде ибн Зейде, да будет доволен им Аллах, хотя он является одним из 10 обрадованных раем, еще при жизни, и нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. Умар ибн аль-Хаттаб отправился к дому Фатиме, бинт аль-Хаттаб, да будет доволен ею Аллах, и ее мужа Саида ибн Зейда. Когда они услышали, что Умар стучится в дверь, они поняли, что это именно он. Умар стучался очень сильно и громко, со всей силой и мощью. И он один представлял собой мусульманскую армию единобожников в Мекке, причиняя мушрикам огромные страдания. Ля хавля ва ля куввата илля билля. Вместе с этим Умар ибн Хаттаб нес в своем сердце мягкость, превышающую мягкость прозрачного воздуха и чистой воды. Да, клянусь Господом Каабы. Умар отправился к ним и постучал в дверь. В это время Хаббаб ибн аль-Аррад обучал Саида ибн Зейда и его жену Фатиму священному Корану. Когда они услышали его голос, Хаббаб ибн аль-Аррад спрятался, а Фатима закрыла свиток, в котором были написаны аяты из суры Тага. Умар вошел и спросил: «Что за бормотание, которое я здесь слышал?» Они ответили: «Ничего». Он сказал: «Нет, я узнал, что вы приняли ислам и последовали за Мухаммадом в его религии». Он взял Саида ибн Зейда, мужа его сестры, за плащ, потянул его и кинул на землю. Его сестра, верная и богобоязненная женщина, встала, чтобы вмешаться между своим верующим богобоязненным мужем и братом, но Умар отвесил ей сильную пощечину, так, что ее лицо разбилось в кровь. Из ее благословенного, чистого и светлого лица потекла кровь. В этот момент она переволновалась и сказала ему следующие слова: «Да, мы приняли ислам и последовали за Мухаммадом в его религии, и делай, что хочешь». Когда Умар увидел кровь, которая идет с лица его сестры, и услышал от нее эти смелые слова, он остыл и смягчился. Он сказал: «Дайте мне этот свиток». Она ответила: «Нет, ты не чист, а Коран может трогать только чистый». Так говорится в этом риваяте. «Иди и сделай полное омовение». И Умар пошел и сделал полное омовение, после чего она дала ему свиток. Умар умел читать и прочел начало суры Тага. «Тага, мы не спаслали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен, а только в качестве назидания и для тех, кто страшится. Это ниспослание от того, кто сотворил землю и высокие небеса. Милостивый утвердился на троне». Итак, до конца аятов. И Умар сказал: «Как же велики и благородны эти слова». Когда Хаббаб ибн аль-Аррад услышал его, то выпрыгнул из места, где прятался, и сказал: «Возрадуйся, о Умар! Клянусь Аллахом, тебя постигла мольба посланника Аллаха. Я слышал, как посланник Аллаха говорил вчера: „О Аллах, даруй величие исламу посредством одного из наиболее любимых для тебя людей, Умара ибн аль-Хаттаба или Абуль-Хакама Амра бин Хашима». И Умар ибн аль-Хаттаб был более любим для Аллаха. Это достоверный риваят, который приводится в Суннане от Тирмизи. Также есть похожий риваят с достоверным иснадом в хадисе от Абдуллы ибн Умара. Умар сказал: «Направь меня, о Хаббаб, к посланнику Аллаха». Он указал ему путь, и Умар ибн аль-Хаттаб пошел туда. Когда он постучал в дверь к сахабам, в доме Аркама бин Абдиль Аркама, Хамза бин Абдуль-Мутталиб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Это Умар ибн аль-Хаттаб, о посланник Аллаха». Пророк сказал: «Я ему открою. Если он пришел с добром, мы дадим ему добро. Если же он пришел со злом,
то мы убьем его же мечом. И когда посланник Аллаха открыл ему дверь, то схватил его за одежду, повалил на землю и сказал: «Кто заставило прийти тебя сюда, о Ибн аль-Хаттаб?» Он ответил: «Я пришел, чтобы засвидетельствовать, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад посланник Аллаха». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллаху Акбар». И за ним повторили его сподвижники. Это известная и распространенная история, которую приводят все, когда рассказывают о том, как Умар принял ислам. Но какие бы риваяты из этой истории я не изучал, я видел, что эти риваяты слабые. Эту историю привел Абу Нуэйм в Аль-Хилье. Ее иснад слабый. Ее также привел имам Аль-Байхаки, также со слабым иснадом. И Хафиз ибн Хаджар сказал в своем труде Фатхуль Бари: иснад истории слабый. Имам Аз-Захаби сказал: это очень сомнительная история. Имам Абдулла, сын имама Ахмада, привел эту историю Фадайль ас-Сахаба со слабым иснадом. Таким же образом, где бы я ни встречал эту историю, все иснады были слабыми. Тем не менее, одним из самых достоверных известий о том, как Умар принял ислам, это то, что привел имам Ат-Тирмизи с достоверным или хорошим иснадом. В хадисе от Абдуллы ибн Умара говорится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Аллах, возвеличь ислам через наиболее любимого для тебя человека, Умара ибн аль-Хаттаба или Абдуль-Хакама Амра бин Хашима». И дуа посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, настигла Умар ибн аль-Хаттаба. Некоторые ученые говорят, секрет или причина того, Умар принял ислам, это дуа пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Среди других риваятов, которые, по моему мнению, сильный и достоверный, чем та история, которую я полностью упомянул, то, что привел Ибн Исхак. Я знаю, что Ибн Исхак передавал с иснадом Мурсаль. Однако у этой истории есть и другие иснады, приводящиеся от многих табиинов, которые делают друг друга более достоверными. И я считаю, что этот иснад намного лучше, чем иснад, который я упомянул ранее. В нем Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорит: «Я был спутником вина по джахилии. Я любил его и пил его». То есть я много пил вино по джахилии. Я любил его и пил его. У нас было место, где мы собирались и пили вместе с курайшитами. В одну из ночей я вышел к ним, но никого не нашел. Потом я сказал: если я пойду к такому-то, то, возможно, найду у него вино. Но я не нашел и его. Он сказал: тогда я пойду к Каабе и сделаю вокруг нее таваф. И Умар ибн аль-Хаттаб пошел к дому Аллаха, чтобы совершить таваф вокруг запретного дома Аллаха. Он сказал: я увидел Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который стоял и совершал намаз. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, делал намаз у Каабы, то стоял между одним из углов Каабы и следами Ибрахима. Кааба получалась между ним и Шамом. Кааба находилась между ним и Сирией, до того, как кибла была изменена. Умар ибн аль-Хаттаб говорит: я подошел к нему сзади и сказал: если я сегодня услышу Мухаммада, то, возможно, узнаю о том, что он говорит. Он сказал: однако я боюсь спугнуть его. Умар продолжал: я зашел между Каабой и ее покрывалом. Он говорит: я зашел между Каабой и ее покрывалом, шел медленно и не спеша, и оказался перед ним. Между мной и ним было только покрывало Каабы. Он сказал, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал чтение суры Аль-Хакка. О Аллах! Неминуемое. Что же такое неминуемое? Откуда ты мог знать, что такое неминуемое? Самудяне и адиты отрицали великое бедствие, день воскресения. Самудяне были истреблены неистовым воплем, адиты же были истреблены ветром морозным, лютым. Он заставил его бушевать над ними в течение 7 и так далее. Всевышний Аллах предопределил так, что пророк будет читать суру Аль-Хакка, которая потрясает сердца. Я надеюсь, вы представили себе величие Корана, когда его читает Мухаммад. Да благословит Аллах Мухаммада и семейство Мухаммада. Умар говорит: и я заплакал. Я заплакал. Мое сердце смягчилось, и ислам зашел ко мне в сердце. Ислам зашел ко мне в сердце. Он продолжил свой рассказ. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завершил свой намаз, я пошел за ним. Когда же он услышал меня, то узнал меня и сказал: чем ты пришел сейчас, о Ибн аль-Хаттаб? Не наступило ли время прекратить творить беззаконие? Умар говорит: я пришел, чтобы уверовать в Аллаха и его посланника. В тот момент посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воздал хвалу Аллаху и сделал дуа для Умара, чтобы тот укрепился на исламе. В риваяте от Табарани, с иснадом, в котором находятся заслуживающие доверия люди, передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, протянул свою руку и положил ее на грудь Умару и сказал: о Аллах, извлеки из сердца Умара ненависть и злобу и заполни его верой. Замени его верой
верой. О Аллах, извлеки из сердца Умара ненависть и злобу и замени их верой. Так он сказал трижды. Умар ибн аль-Хаттаб принял ислам, и об этом узнала вся Мекка, потому что он не стал ждать. Он отправился к человеку, который был известен тем, что распространял новости по всей Мекке. Он пошел к нему и сообщил, что принял ислам и покорился Всевышнему Аллаху. Вся Мекка узнала об этой новости, которая поразила их, как молния. Сначала ислам принял Хамза, теперь Умар. Да, сахабы, да будет доволен ими Аллах, впервые почувствовали достоинство, силу и гордость после того, как Аллах раскрыл сердце Умара к исламу. Да будет доволен им Аллах. Умар ибн аль-Хаттаб жил с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, как помощник и правдивый визирь, помогая ему в истине. Он был примером честности, богобоязненности, аскетизма, верности и щедрости. Он был образцом всех достоинств и заслуг. В прошлый раз я рассказывал, как он повел себя при Худайбии, и вы также знаете, в какой ситуации он сделал хиджру. Вы знаете, как он сражался в день Бадра, в день Аль-Ахзаба и в другие дни. И если я буду говорить о завоеваниях Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, мы увидим удивительнейшие вещи. Такой рассказ будет нуждаться в многочисленных сериях. Клянусь Господом Каабы. Как вы думаете, мы будем говорить о Нагаване, или мы будем говорить о Аль-Мадайне, или о завоевании Кадисии, или мы будем говорить о падениях величайших империй мира, Персидской империи, Римской империи? К Умару ибн аль-Хаттабу пришли сокровища Хасроя, Цезаря, в то время как он, подобно льву, сидел в своем логовище. В городе нашего господина, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Али, да будет доволен им Аллах, сказал ему, увидев перед ним сокровища, которые сподвижники принесли ему полностью, не взяв себе ничего: «О повелитель правоверных, ты воздержался от них, и они воздержались. Если бы ты жил привольно, они бы тоже так жили». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умирает. И Умар говорит в день его смерти, что вы должны помнить, так как я упоминал об этом в прошлой серии. Те его слова указывали на мягкосердечие Умара, да будет доволен им Аллах. После посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, халифат достается Абу Бакру ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах. Умар поддерживает правдивейшего, и он был прекрасным помощником. До самой смерти Абу Бакра, который умер, будучи довольным Умаром, точно так же, как и пророк, умирая, был доволен Умаром. Проходят дни, месяцы, годы. Халифат переходит к Умару ибн аль-Хаттабу. Браво, о Умар! Браво, о Ибн аль-Хаттаб! Джахилии тебя уменьшительно-ласкательно назвали Умейр. Потом стали называть Умаром. А сегодня тебя называют повелителем правоверных. Я Аллах! Сердце Умара сотряслось. Он становится халифом. Мусульмане присягают ему. Умар встает на мимбар, чтобы начать свой справедливый халифат, со слов, которые никто на земле не сможет повторить, не говоря уже о том, чтобы следовать им. После того, как Умар восхвалил Аллаха, он прочитал салават на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О люди! Я был назначен правителем над вами, но я не лучший из вас. До меня дошло, о люди, до меня дошло, что люди боятся моей силы и суровости, пугаются моей строгости и говорят: мы плохо переносили Умара, пока посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был среди нас. Мы плохо переносили его, когда правителем был Абу Бакр. Что же будет, если сейчас он будет управлять нашими делами? Знайте, о люди, что моя суровость увеличилась. Однако она коснется только несправедливых людей и притеснителей мусульман. Знайте, о люди, что моя суровость увеличилась. Однако она коснется только несправедливых и тех, кто притесняет мусульман. Клянусь Аллахом, я не оставлю никого, кто будет притеснять других, нападать на них, не положив его щеку на землю, чтобы поставить мою ногу на другую щеку, пока он не подчинится истине. Я же сам положу свою щеку на землю для добродетельных людей. О люди, я скажу вам свои правила. Я перечислю их вам. Я не буду брать с вас ни земельный налог, ни налог с ваших трофеев, которых Аллах дарует вам, кроме как по праву. Вы же должны, если трофеи попадут в мои руки, проследить, чтобы налог с них был отправлен туда, куда нужно. Я должен прибавить для вас ваши дары, если пожелает Аллах. Я должен буду не обрекать на погибель. Если вы уйдете в походы, я буду следить за вашими детьми, пока вы не вернетесь к ним. Как он прекрасен, чист и богобоязненен. Его девизом
перед чем-то вкусным или приятным, всегда были слова: «Что же ты скажешь своему Господу завтра, о Умар?» Эти слова сотрясали сердце Умара. Если ты хочешь увидеть этого гиганта, эту высокую гору, этого сильного человека, если бы ты хотел увидеть его в виде птицы, промокшей от дождя, тебе нужно было бы просто приблизиться к нему и напомнить о Всевышнем Аллахе, сказав: «Побойся Аллаха, о Умар». Тогда бы ты увидел совсем другого человека. Клянусь Аллахом, ты увидишь другого человека, как будто бы наступил его день предстояния, как будто бы весы, которые взвешивают его дела, стоят справа от него, мост стоит слева, огонь ада горит сзади, глашатай призывает его, а книга с его деяниями находится прямо перед ним. Читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя. Эти слова были как компас для Умара. Они определяли его слова и дела, его плач и дары, справедливость и страх. Что ты скажешь своему Господу завтра, о Умар? Что же ты скажешь своему Господу завтра, о Умар? Клянусь Аллахом, кроме которого нет другого божества. Я чувствую, как дрожит мое сердце, потому что Умар принадлежал к крайне редкой разновидности людей. И ты чувствуешь, как тебя поглощает почтительный страх перед ним, когда ты читаешь его скрытую биографию и напоминаешь другим людям о его истории. Да, тебя охватывает почтительный страх, когда ты изучаешь его прекрасную биографию, и абсолютно невозможно, чтобы его биография не совпадала с его истинной сущностью, потому что это одно, за исключением внешнего вида, который мы не можем увидеть. Однако сердца видят его величие. Они словно видят воочию его аскетичность, богобоязненность, знание, понимание, фатвы и то, что он делал для религии Всевышнего Аллаха. К большому сожалению, наше время подходит к концу, и нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. Сегодняшнюю нашу встречу я завершу этими великими словами, этим величественным случаем. Много лет спустя, когда Умару было 63 года, спустя 10 лет и 3 месяца, с начала его благословенного и справедливого халифата, к нему подошел мерзкий кафир и огнепоклонник Абу Лю'лю, чтобы пронзить Фарука нашей уммы, Умар ибн аль-Хаттаба, в то время как он совершал с мусульманами утреннюю молитву в качестве имама. Он пронзил его своим отравленным кинжалом. Кровь пролилась изо льва в его логовище. Сподвижники понесли Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, домой. После того, как закончили утренний намаз, они отнесли его в дом. Умар спросил их, кто его убийца. Когда ему сообщили, что это был Абу Лю'лю, огнепоклонник, он сказал: «Хвала Аллаху, который сделал так, что моя смерть наступает не от рук человека, заявляющего, что он мусульманин. Хорошо, что это не мусульманин, а Абу Лю'лю, огнепоклонник. И нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха, высокого, великого». Умар ибн аль-Хаттаб приказал Абдулле ибн Умару отправиться к матери правоверных Аиши, чтобы попросить у нее разрешения на то, чтобы быть похороненным вместе с 2 его товарищами, посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и с Абу Бакром, да будет доволен им Аллах. Абдулла ибн Умар приходит к Аише, просит у нее разрешения войти, и она разрешает. Он видит то, что она сидит и плачет из-за того, что Умар ранили. Он сказал ей, Умар дал ему приказ и сказал: «Скажи Аише, что Умар ибн аль-Хаттаб просит твоего разрешения быть похороненным вместе с 2 своими товарищами. Но не говорить, что это просит повелитель правоверных. Сегодня я не повелитель правоверных. Если она разрешит, то хвала Аллаху. Если нет, то похороните меня на мусульманском кладбище». Мать правоверных Аиша сказала: «Это место я берегла для себя. Однако сегодня я предпочту Умара ибн аль-Хаттаба себе». Мать правоверных разрешила, чтобы Умар ибн аль-Хаттаб был похоронен в ее комнате, вместе с ее отцом и вместе с ее мужем, избранным пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Абдулла ибн Умар вернулся и передал ее слова Умар ибн аль-Хаттабу. Тот очень сильно обрадовался и восхвалил Аллаха за это. Его смерть приблизилась. Усман ибн Аффан говорит: «Я был последним, кто общался с Умар ибн аль-Хаттабом. Я вошел к нему, и его голова лежала на коленях Абдуллы ибн Умара. Он говорил Абдулле: «О, сын мой, положи мою голову на пол. Положи мою голову на землю. Положи мою голову на землю». Абдулла ибн Умар сказал: «Отец мой, разве не все равно, земля или мои колени?» Он говорит: «Сын, положи мою голову на землю». Абдулла опять говорит: «Отец, разве есть разница, земля или мои колени?»
Разве есть разница, земля или мои колени? И Умар говорит: положи мою голову на пол. Горе мне и моей матери, если только мой Господь не помилует меня. Горе мне и моей матери, если только мой Господь не помилует меня. К нему заходит юноша и говорит: возрадуйся, о повелитель правоверных. Возрадуйся благой вестью для тебя от Аллаха. Ты сопровождал посланника Аллаха и преуспел в этом. Посланник Аллаха умер, будучи довольным тобой. Ты сопровождал Абу Бакра и делал это прекрасно. И Абу Бакр умер, будучи довольным тобой. Ты сопровождал сподвижников посланника Аллаха и преуспел в этом. Если ты умрешь, то умрешь в момент, когда они довольны тобой. Умар ответил: это милость, которой почтил меня Аллах. Воистину, обманут тот, кто поверил вашим соблазнам. Клянусь Аллахом, я хотел бы уйти из этого мира с пустыми руками, чтобы я никому не был должен, и мне никто не был должен. Затем Умар сказал: клянусь Аллахом, если бы я имел золото, которое занимало бы всю землю, я захотел бы откупиться им от наказания Аллаха до того, как увижу его. Горе мне и моей матери, если только мой Господь не помилует меня. Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, умер и был похоронен рядом с двумя своими товарищами. Али ибн Аби Талиб пришел к нему, когда его тело лежало на кровати, до того, как его поместили в могилу. Он взял за плечи Абдуллу ибн Аббаса, чувствуя жалость к Умару. Затем Али заплакал и сказал: клянусь Аллахом, я не оставил никого, с делами которого я пожелал бы встретиться с Аллахом, как твоими делами, о Умар. Клянусь Аллахом, я не оставил никого, с делами которого я пожелал бы встретиться с Аллахом, как твоими делами, о Умар. Такими были слова Али. Да будет доволен им Аллах. Как ты был хорош, о Ибн аль-Хаттаб! Как ты был хорош, о господин Аулия! Как ты был хорош, о Амир Амиров! Как ты был хорош, о предводитель богобоязненных! Да благословит Аллах и приветствует того, кто научил и воспитал тебя. Я не удивляюсь, когда узнаю, что тот, кто воспитал тебя, это Аль-Мустафа. Этого достаточно. Уважаемые зрители, как вы думаете, осталось ли что-нибудь, что я могу рассказать об Умаре? Я прошу прощения у Аллаха. Разве я хоть что-то рассказал о нем? Они выплатили налог для своей религии своей кровью. Люди полагают, что победа религии будет достигнута бесплатно, и они отдали должное своей религии, терпеливо перенося беды, как Билял, Аммар и Сальман, которые жили в любви к исламу, на устах и в сердцах, делили друг с другом горе и радость, будучи братьями. Ночь знала, как они плакали от страха перед Аллахом, а война знала их, как отважных всадников. Аллах знал их, как помощников Его призыва, а люди знали их, как поборников истины. Усвоит ли наша умма урок? Научатся ли чему-нибудь правители, ученые, молодежь, дети, женщины у этого предводителя? Загорится ли вновь этот светильник среди тьмы? Вернемся ли мы к его биографии? Рассмотрим ли мы путь его жизни? Переймем ли мы эту биографию и путь в нашей жизни, и жизни нашей уммы? Да будет доволен Аллах Умаром, и да благословит Аллах и приветствует его учителя, этого избранного пророка. Я прошу Аллаха посредством нашей любви к Нему собрать нас с Ним вместе, с посланником Аллаха в раю. Воистину Он может сделать это. И да пребудет мир и благословение Аллаха над нашим пророком Мухаммадом, над его семьей и сподвижниками. Мир вам, милость Аллаха и его благословение.